93 kilograms even. Professional record, 13 bouts, 5 victories and 8 losses. His style is MMA. Ladies and gentlemen, fighting out of the Sheffield, South Yorkshire, England, please welcome Dan Konicki. And his opponent across the cage fighting under the red corner. 27 years old, he stands 180 centimeters tall, official weight 92.8 kilograms. With professional record, 16 bouts, 11 victories and 5 losses. His style is MMA. Ladies and gentlemen, representing Ashgabat, Turkmenistan, Davletjon Yakshimuradov. And last instruction from referee in charge, Lukasz Basatsky. Итак, следуют инструкции от рефери. Вы знаете, Максим, я нередко слышал и комментировал бои с участием, например, бойцов из Казахстана, из Киргизии, из Узбекистана, но на моей практике это первый спортсмен, на поединке которого я работаю, представляющий Туркменистан. Да, у меня чуть поболее этих спортсменов из этой страны. Действительно, мы редко можем видеть в каких-либо промоушенах, но это дважды, трижды не довелось. Особенно азиатские ивенты, азиатские события. ACB, мы помним, делали свой проект в Таджикистане, в столице этой страны, в Душанбе, и там тоже выступали. Активно начинают, кстати. Бойцы из Туркмении. Действительно закрытая страна из всех среднеазиатских. Мы знаем, что туда очень трудно попасть, практически мало шансов и невозможно. Очень сложно получить визу в эту страну. Активно передвигается на ногах Давлетджан Якшимуратов. Дебют поединка он начал весьма, опять же, активно. Вот сейчас... Дэн при этом вроде бы первый номер, но не работает. Все время пытается найти более удобную дистанцию. Давлетджон может как раз и поймать Дэна на такой скачковой работе, неожиданной и быстрой. Да, вот правый апперкот. Неплохой удар снизу, на прыжке, на скачке. Дальней дистанции Давлетджон действовал. Рядом с целью был, конечно. Но не попал. Не приложился точно. Дэн очень не уверен, конечно, в своих действиях. Сам провалился от собственной попытки, по крайней мере, во время прохода зацепить Давлетджона без шансов. А вот здесь уже пытался в партере перебороть сейчас британец Давлетджана. Ну и позиция гард. Да, или half mount, если это активная позиция, и стороны как раз бойца, который находится сверху, да, он будет предпринимать, вот здесь будет ударная техника стороны Давлетджона, очень он, этот бойец любит использовать ground and pound. И бьет достаточно сильно. Да, и есть очень такие тоннажные, ощутимые удары в арсенале этого бойца. Продолжает наносить удары Давлетджан Якшимурадов. Ну и какую-то попытку выйти на болевой, на ногу демонстрировал Дэн Конецки. Точнее, Дэн Коnicki, простите. Достаточно витиевато пишется его фамилия. Но будем ее произносить так, как объявили перед боем. Дэн Коnicki. Заходит за спину Давлетджан Якшимурадов. Ну, собственно говоря, эту самую спину он и забирает. Продолжает наносить удары. И как-то достаточно пассивно защищается Дэн Коnicki. Да, видимо, что тренерская команда, либо кто-то из представителей тренерской команды и угловых Давлетджона
не владеет туркменским языком, только русский использует. И, знаете, сейчас пытается Дэн осуществить тот самый треугольник, но не дает ему сделать. Давлетджон здесь пропускает удар. Давлетджон, удар такой очень неприятный. Ну и продолжает искать оперативный простор. Давлетджан. Снова сыпятся удары с двух флангов. В принципе, сейчас туркменский боец делает все, что душе угодно. Пробует самые разные варианты, благо британец ему это позволяет. Пока что Дэн Конеки ничего, кроме терпения, нам не демонстрирует в этом поединке. Снова позиция гард. Заканчивается первый раунд. А вот мы слышим как раз тот самый уже до многих привычный звук, особенно для бойцов, обозначающий концовочку раунда. Всегда, когда остается 10 секунд концовки раунда, мы можем услышать это обозначение. Ну и вот раунд закончен, и, наверное, всем понятно, что Давлетджон доминирует пока в этом бою. Да, безусловно. Боец из Туркменистана выглядел по всем статьям интереснее, и я не удивлюсь, если уже во втором раунде, поняв, что представляет его оппонент, Давлетджан постарается предпринять все усилия, чтобы побыстрее закончить этот поединок. But here again, the top position of Dov is just, he's staying behind the hips, he's driving forward, that puts your opponent, puts Dan's weight on his hands, and he's just rotating through and just landing shots and staying aggressive with weight forward the whole time. Very impressive round from Dov, but equally impressive from Dan to withstand the sort of shots that were coming down. We witnessed it. That Очень uppercut активный alone раунд would finish и off many fighters. эмоциональный. И очень много действий совершал, особенно доминирующий в нем Давлетджон, боец из Туркменистана. Единственное, Ягжимурадов всегда в начале раунда, сейчас он делает то же самое, как и в первом раунде, он отдает инициативу, дает пространство. Такой визуально первый номер становится Дэн, но при этом все контролирует боец из Туркмении. Вообще создается впечатление, что в первую очередь сейчас по своей тактической задумке Давлетджан Ягжимурадов провоцирует оголять тылы, обнажать свои изъяны, слабые места Дэна Конеки, и при первой же возможности Давлетджан Ягжимурадов снова все закрутит таким образом, когда Дэну Конеки не останется ничего, кроме как защищаться. Главное, сильно не расслабляться. Давлетджону, сейчас я увидел такой нехороший признак, когда соперник его наносил лоу-кик, но при этом Давлетджон не видел дальнейшего действия этого удара и продолжения его, и так моргал несколько раз. Это всегда нехорошо для любого бойца, если он не видит удара, то мы знаем, что этот закон сразу же сработает против тебя, ты пропускаешь его. А второй компонент, когда ты моргаешь, это тоже не есть хорошо, как минимум. Но все пока контролирует Давлетджон. Здесь очень хороший щит, заправский щит, можно сказать, в лучших традициях тайского бокса и K1 был продемонстрирован Давлетджоном. Качественно он отработал защиту под лоу-кик. Ну и правый тип или фронт-кик в область туловища с стороны туркменского Хороший боковой. бойца. Да, там мы слышим, попробуй ножку закинуть, говорят угловые Давлетджона, но не тут-то было. Здесь, смотрите, ударил в сустав Дэн, хотя очень было, по-моему, было это качественно выполнено, да, он мог, конечно, повредить здоровье Давлетджону и при этом даже травмировать его, но
По-моему, этот удар является разрешенным. Пробует сейчас Дэн Конаки, пробовал, точнее, перехватить инициативу. Пропускает. И сейчас хорошо с разворота бьет. Да, и колено прыжковое. До этого был очень жесткий удар с левой руки. Ну и начинает развивать свой успех и да, срочное окончание. Но Дэн, конечно, при этом психологически подломался. Вот это мне не очень так показалось нормальным, потому что достаточно жесткий он пропустил удар с передней руки от Давледжона Икшмурадова. Такой полуджеб, полубоковой. Тоже он заморгал, так стало ему неприятно, оттянулся назад. Давледжон почувствовал, что здесь как раз не готов особенно активно защищаться Дэн. Ну и при этом продолжил такую долгую атаку. Прыжковое даже колено попытался использовать. Сейчас мы посмотрим. Вот здесь защиту, этот удар. Спиннинг ранг-кик. И тут же колено было близко к точности. Ну и там уже Дэн, посмотрите, здесь не было... Форменное избиение началось. Да, я думаю, что психологии проиграл этот бой Дэн. Вы знаете, Максим, я вот еще в первом раунде сказал, причем абсолютно не стесняясь, что Давледжан в раунде втором может сделать все для того, чтобы победить досрочно. Что, собственно говоря, и произошло. Почему, как говорится, я не стеснялся в этих оценках и суждениях? Было очевидно, что все-таки уровень Давледжана порядком выше, чем у его британского визави. Да, я согласен с вами. Здесь второго мнения быть не может. Давледжон Икшмурадов действительно поистине заслужил эту победу, причем по всем